Вот это еще не хватает. Неполного второго произведения. Повтори. Неполного. Не хватает второго неполного произведения. Не хватает Второго неполного произведения. произведения. Да. Все. Получаю второе неполное произведение. Так, складывай. Мне всегда нравилась математика, не знаю, почему нравилась. Потому что мне так легко решать, но тяжело объяснять. Анна Шовган. Увлечение. Спорт, танцы, рисование. Диагноз. Нейросенсорная левосторонняя глухота. Нейросенсорная правосторонняя тугоухость 4 степени, пограничащая с глухотой. Девиз. Невозможное возможно. Аня родилась совершенно здоровым ребенком, и в силу непонятных каких-то обстоятельств, может, уколы, может, антибиотики подействовали. И к 3 годам, хотя врачи говорят, где-то в районе года потерялся слух, в общем-то, слух пропал у нас, можно так сказать. И практически глухой ребенок. Дорога бывает достаточно кривая, то есть нет ровности, где-то светлее, где-то темнее. Где, да, мама? Прям толстенько-толстенько хорошенькое дерево рисуй. Неходячему человеку сложно очень начать ходить. И точно так же неразговаривающему человеку очень сложно начать говорить. И слово за словом, вначале звуки были, буквы были. И каждый год по 2-3 слова у нас прибавлялось. И в итоге, в общем-то, сейчас она полноценно разговаривает, понимает, общается, социализирована. Мама я давно не помню, что я и мое первое слово. И мама мне рассказывала, что мое первое слово – это море. Умножаем на 19. Умножь вот здесь мне. Третий проверь, последнюю цифру проверь. С первого раза они могут не услышать, приходится повторять не один раз. И донести смысл задания иной раз очень трудно, особенно когда новый материал. Аня у меня одна из успешных учениц. Своим старанием она достигает больших успехов, я считаю. Записывай, значит, вот в этой работе над ошибками, записывай полностью этот вопрос, полностью переписывай. Какой вопрос там задан, переписывай. Аня, вопрос тебе надо переписать в тетрадь. Вопрос переписать в тетрадь. В тетрадь. 5 номер. Переписывай, да. Ну, мы же любим друг друга. Аня, мы же любим друг друга, да? Поехали! Работаем! Дети, которые имеют недостаток слуха, они такие же дети, такие же активные, такие же хорошие, такие же добрые. Но к ним немножко надо иметь подход другой. В том плане, что им больше надо показывать, чем рассказывать, больше хвалить, чем ругать, потому что они воспринимают это немножко по-другому, более как-то открыто, что ли, более как-то, если ругать не по делу, как-то более болезненно, более для них травматично, а любить, так же, как всех детей, их, и все получается, все замечательно. Очень способная, активная девочка, с характером, конечно, что не бывает, как у всех детей, такая же, где-то свои плюсы, где-то хочу, где-то не хочу, где-то могу, где-то не могу, но в целом на своем уровне играет она довольно-таки хорошо. Является спортсменкой, действующей, чемпионкой,
Она выигрывала турниры для глухих и слабослышащих детей. Завоевывала первые, вторые места и в смешанной категории, и в одиночной категории. Ну, довольно-таки неплохо играет. Первые года, естественно, это был непонимающий ребенок, это был сплошной комок нервов, где кроме крика, писка, визга ничего не было. Нет понятия даже о том, как предмет называется, то есть сказать нельзя или можно, то есть вот эти вот по жестам, потихоньку, сама изучая жестовую речь, пыталась учить, объяснять. То есть в этом участвовали, конечно, вначале научилась я. Сурдологи в детском саду обучали вначале меня, наверное, каким-то жестам, каким-то буквам. Потом, как же называлось это? Да, по дактилю мы объясняли, буква за буквой объясняли название предмета, слова, обозначение этого слова. И потом потихоньку, в общем-то, ушли года титанического труда, чтобы вот этот вот результат, который сейчас мы имеем, это титанический труд. И не только с моей стороны, но и со стороны ребенка. Большой труд. Я просто хотела разговаривать с людьми. И мне так нравилось говорить. И еще я давно, когда я рассказывала стихи, и я занимала первое место. Это потому что мама это учила меня разговаривать, и мне стало легче. Мы танцули. Вдвоем? Вдвоем мы танцули. Мы перебороли где-то страх, где-то неуверенность в себе. И то есть мы в каком-то возрасте 5-6 лет, она вышла на сцену, и мне пришлось тоже с ней выйти на сцену. Иногда чуть-чуть теряют это, когда я танцую. Раньше была маленькая, я никогда не теряла, а сейчас как-то теряет и немножко боялась. Давай. Улыбаемся, да? Ровно сделай концы. Помнишь, как я тебя учила? Смотри, у тебя один. Все, давай. Включай. И еще надо. Глухие люди, они вибрацию слышат от пола, вот барабаны, там, если музыка. Или когда их обучаешь, вот когда какое-то движение учишь, их вот прижимаешь, и они слышат вибрацию твоего тела и дроби. Они вот это все вот и слышат. И счет, они знают, считаешь им там четко. И вот когда я ее учила, я ей сначала под музыку считала, и ей говорила сама снизу, тоже внутри себя считай. Потом вот нормально. И потом, когда ей уже аппарат новый какой-то вот сделали, она прям, у нее глазки прям такие сверкали, прям вообще все впитывала, слушала. И ей было приятно. Она музыку, когда слушала, прям колокольчики. Раз, и два, и три, четыре. Раз, и два, 3, 4, раз и два, 3 и 4, раз и два, 3, 4. Вот так, раз, два, 3. Нет, это я гном. Ага, и Я не помню. еще раз давай. Раз, два, 3, 4. Поворачиваемся, садимся. Когда мне было 4 годика, когда-то я первый раз одела этот аппарат, и мама начала что там шуртить или тучить, а я не понимала, что это, но потом поняла, когда мама снова тучит или шуршит. И я стала, смотреть по сторонам и увидела, что там эта мама шуршит. И я
поняла, что это она шуртит, и я поняла, что это... что я слышу. Когда я была маленькой, я не хотела снимать, это потому что мама слышит все, а я-то не слышу, и мне стало чуть-чуть обидно и хочется одеть аппарат. Но это нельзя, потому что можно этот аппарат сломать. И не будет работать. Так жаль, что ночью никак не могу слышать. Вот это хотела. Спасибо. Спасибо. Главное, что не напал. Как милашка. Сейчас мне в моем ребенке нравится то, что она целеустремленная. Она любит учиться. То есть вот эти года не прошли даром нашего титанического труда. То есть она научилась учиться. Вот что меня очень радует. Она очень любит математику. У нее есть стремление быть врачом. Даже не сколько врачом, а сколько ветеринаром. А его на руки можно взять? Давай-ка я возьму. Идем? Вообще невозможно. И сколько ты весишь такой большой? Я не могу его взять. Люди и животные, они просто у них похожий характер. Вот, например, лиса, она хитрая. То у человека тоже бывает хитрый. Кошки, тоже как люди. Когда, я глажу вот эту кошку, то ей нравится, да? Они сами вылезут. Эй, погоди-ка, ты куда? Это не корм. Родители многое могут достичь. Надо прислушиваться и надо иметь большую силу воли, самому опять обучаться в этой области, если хочешь, чтобы все-таки ребенок был социализирован.